познавательных целях берегите себя. Да что ты, черт побери, такое несешь? Наконец вышла книга чеченского художника из Турции, в которой опубликованы собранные им изображения чеченских истангов, которые были вывезены с Чечни мухаджирами в XIX веке. Это переведенный вариант его книги, которая ранее была издана на турецком языке. При издании переведенной книги исправлены неточности, внесенные в название, и текст книги корректором из соседней республики Ингушетия. На основе подлога этого корректора некоторые соседи стали утверждать, что автором книги является их земляк, а не чеченец из Турции. Очередная ложь и попытка приписаться к нашему историческому и культурному наследию потерпела крах. Хочу выразить огромную признательность автору книги и тем, кто причастен к ее изданию в переводе. А теперь послушаем заявление чеченца, автора данного труда. Я академик и художник, мне 60 лет. Я много лет, с 1987 по 1994 год занимался исследованиями прикладного искусства чеченцев в Турции. В 1995 году я написал книгу о войлочном производстве, декоративно-прикладном искусстве чеченцев, однако в то время я не смог найти спонсора для публикации этой книги. В 2015 году руководитель Кавказско-Ингушского культурного центра в Стамбуле Салман Бешта предложил мне помощь в издании моей книги о чеченском войлочном искусстве при условии, что я добавлю в ее название слово и ингушское. Я согласился на это, поскольку отношусь к ингушам, как к нашим братьям. Я написал разъяснение об этом в Фейсбуку Марьям Елхароева на турецком, где было обсуждение, связанное с моей книгой, однако Елхароева удалила все мои комментарии. Я, как единственный автор и фактически владелец авторских прав этой книги, считаю непорядочным и абсурдным искажение ее содержания, чем сейчас и занимаются некоторые люди в Ингушетии. Эту книгу мы переиздали на русском языке в 2021 году, чтобы наши соотечественники на родине могли ознакомиться с нашей историей, ремеслами наших предков. В русском переводе моя книга была переиздана с ее первоначальным названием. У меня нет ни времени, ни намерения спорить о моей книге и заниматься бессмысленной полемикой очевидного. Конец цитаты. Истанг – традиционный чеченский войлочный ковер, украшенный национальным орнаментом, выполненным по методу цветной аппликации, массово производились вплоть до начала 20 века. Очередная ложь ингушей разоблачена, все тайное становится явным. Очень странные дискуссии происходят сегодня в сети между чеченцами и ингушами, однако даже и среди них своей запредельной тупостью отличаются споры вокруг истангов. Но в чем суть спора? Если оставить в стороне вопрос о том, присвоила Танзила Гагиева труд чеченского исследователя полностью или слезнула его творчески, то он сводится к одному: у кого полстяно-ковровый промысел древнее и кто у кого его перенял. В поисках ответа на этот вопрос я только зря шерстил в интернете. Нужный труд нашелся на сайте историко-географического общества Дзурдзуки, то есть чуть ли не в кармане у самой Танзилы Гагиевой. Называется он «Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа» с описанием техники производства. Год выхода 1882. Интересен коллектив, что собирал материалы для него, кроме россиянина германского происхождения Марграфа, чьим именем, собственно, очерк и подписан. Это казаки-осетины, ингуш, украинец, русский, дагестанец и армяне. Среди них не оказалось чеченца, что тоже, учитывая сегодняшние реалии, можно посчитать за достоинство работы. На скринах 1 и 2 даются имена всех авторов труда с указанием национальностей или их сословия. Очерк очень обстоятельный, с таблицами, рисунками и цифрами. В нем дается подробное описание различных кустарных промыслов с указанием районов их распространения от суконных, войлочных до орудных и изготовления украшений и оружия. Есть много и про истанги. Так вот, на основе полевых исследований и статистических материалов, полученных от властей, в очерке выделены народы Северного Кавказа, которые на то время занимались производством полстано-ковровых изделий. По мнению авторов, наиболее массово и на товарной основе этим занималось население 3 условно выделяемых ими районов – дагестанского, чеченского и кабардинского.
Из очерка видно, что в конце XIX века этот вид промысла у ингушей почти не был развит, их участие в процессе изготовления из тангов ограничивалось продажей сырой шерсти. В целом, по мнению авторов очерка, ингушское население в конце XIX века стояло несколько в стороне от общего движения горских народов Северного Кавказа по пути товарного и промышленного развития. Они попытались объяснить причины этой отсталости. В заключение еще раз, но от себя. Среди авторов очерка нет чеченца, но есть ингуш, сам же он вывешен на сайте общества Дзурзуки, руководительница которого оскандалилась с присвоением чужого труда. Зачем, спрашивается, надо было переводить с турецкого на русский, а потом под своим именем выпускать чего-то от какого-то там чеченца, когда у нее в оцифрованном виде лежит очерк о том же, но написанный с участием известного и авторитетного не только в прошлом земляка. Для тех, кто в танке, мы зачитаем текст из очерка кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техники и производства. Стоит отметить один факт, что один из авторов данного труда является Чах Ахриев Ангуштинец. Полстяным и полстяно-ковровым промыслами занимаются лезгины, кумыки, чеченцы, нагайцы, калмыки и так далее. Не занимаются им русские казаки, осетины, ингуши и армяне. Отдельные районы промысла отличаются до некоторой степени характером своих произведений и количеством выделяемого товара, распространенного между населением. Таковы районы Дагестанский, Кумыкский, Чеченский, Кабардинский и Степной. Половина шерсти прикупается от альпийских чеченцев и ингушей, и почти каждая семья готовит полстяные ковры и тому подобное на свое домашнее употребление, а около 1/8 части семей готовить их на продажу, снабжая изделиями альпийскую Чечню, ингушей, осетин и казаков. Между прочим, отсталость ингушей авторы объясняют следующими словами. Отсталость горского ингушевского племени обусловлена другими причинами. Это племя считается мелким осколком чеченского народа, потерявшим почему-то с ним связь и его покровительство. Между прочими племенами оно тоже не приобрело друзей за свои хищнические и предательские инстинкты. Под альпийскими чеченцами тут подразумеваются чеченцы из Аргузского ущелья. Как мы видим из очерка кустарных промыслов Северного Кавказа, ингуши не занимались этими изделиями, и труд чеченского переселенца, который они попытались себе присвоить, никогда им не принадлежал.